Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Прямой рейс Тикси-Москва планируют запустить в следующем году. Какие возможности появятся у арктического поселка? Лабораторные опыты и исследования в Тампонской многопрофильной гимназии открыли Центр образования «Точка роста». А в Москве открылась неделя государственно-частного партнерства. Проект Ленского моста признан победителем национальной премии. Проверку организовали по факту гибели учительницы в Вилюйском районе, сообщили в Следственном комитете по региону. Тело женщины обнаружили в воскресенье. Проводится процессуальная проверка, обстоятельства и мотив самоубийства уточняются, сказали в пресс-службе. По информации в соцсетях, это преподаватель физической культуры одной из городских школ Вилюйска. Также сообщается, что смерть наступила в результате повешения. В медучреждениях продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививку можно получить в 45 медорганизациях, в которых развернули более 270 пунктов. Также 140 мобильных бригад выезжают в предприятия по заявкам. На сегодняшний день в регион поступило более 500 тысяч доз вакцины, в том числе порядка 130 тысяч доз препарата «Спутник Лайт». Как отметили в Министерстве здравоохранения, иммунизация населения наиболее активно проходит в арктических улусах, в том числе в Момском и Среднеколымском районах вакцинированы 82% взрослого населения, в Алаиховском 77%. Вакцинацию получили 349 461 человек, вторую вакцинацию 328 человек, 328 228 человек. Ревакцинацию прошли вакциной «Спутник Лайт» более 10 тысяч человек. Ревакцинацию следует получать в течение 6 месяцев после заболевания, а также, если вы получили первую вакцинацию, то, отсчитав 6 месяцев, можете смело приходить на пункт вакцинации. Но прямо сейчас смотрите брифинг по эпидобстановке. Узнаем в прямом эфире, сколько человек заразились коронавирусом за сутки в Якутии и принимаемых мерах против распространения инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 202 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрирован один из высоких показателей за последнее время – 124 новых случая. Большое количество случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском улусе – 9 случаев, в Верхоянском улусе – 7 случаев. По 6 случаев зарегистрировано управлением Роспотребнадзора в Ленском, Мирнинском, Татинском, Хангаласском и Чурапчинском. 5 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, по 4 случая зарегистрировано в Вилюйском, Верхневилюйском и Алданском районах, по 2 случая зафиксировано управлением Роспотребнадзора в Кобяйском, Намском, Оленёкском, Усть-Алданском и Усть-Майском, по 1 случаю в Амгинском, Верхнеколымском, Горном, Тампонском и Вено-Бытантайском. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, оценивая и анализируя ситуацию в районах республики за недельный период, необходимо обратить внимание на то, что в ряде районов идет снижение заболевания, но тем не менее это не снимает необходимости соблюдения тех мер и ограничений, которые устанавливаются как местными оперативными штабами, так и определены республиканским оперштабом и, соответственно, указами главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Сегодня улучшается ситуация на настоящий момент в Сунтарском улусе. Благодаря действиям, которые были проведены в Мирнинском районе, улучшается ситуация в Верхневилюйском улусе. В данных районах очень четко отработали сами по себе штабы для того, чтобы сконцентрироваться и вовремя противостоять и дать снижение по заболеванию именно в тот период, тогда, когда, соответственно, пошел накопительный эффект, связанный с возвращением людей из отпусков. Наиболее сложной ситуацией на настоящий момент по накопительному эффекту случаев за неделю является ситуация в таких улусах, как
Татинский улус, где непосредственно за последнюю неделю кумулятивным эффектом выявлено несколько семей, которые, соответственно, сегодня дают и групповые заболевания в Этикиоле и в ряде поселений, соответственно, Татинского улуса. Большое количество заболеваний, к сожалению, продолжает фиксироваться на территории Вилюйского улуса. И несмотря на достаточно четкие оперативные действия как оперативного штаба Вилюйского улуса, так и, соответственно, учреждений здравоохранения, тем не менее, соответственно, возникают ситуации, в основном они связаны с количеством тех семейных мероприятий, которые продолжают осуществляться на территории улуса как такового. Кроме того, сложной остается ситуация в Усть-Алданском улусе, при этом необходимо обратить внимание на то, что основные мероприятия в Усть-Алданском улусе, которые должны были быть ограничены, во многом не соблюдаются. В связи с этим усиливается работа управления Роспотребнадзора для того, чтобы все-таки ограничить проведение мероприятий и такое достаточно активное движение по Усть-Алданскому улусу. Здесь хотелось бы обратить внимание на недоработку оперативного штаба Усть-Алданского улуса. За сутки также проводится 5092 исследования. Это очень высокий уровень исследований. В основном здесь считается как исследование ПЦР, так и исследование ИХ-ИФА. На самом деле сама нагрузка на лаборатории управления Роспотребнадзора учреждений здравоохранения, она систематизирована, она включает как анализы ИФА, так и анализы ИХ и, соответственно, базовый анализ ПЦР. На настоящий момент изменена уже в течение 3 недель маршрутизация получения анализов с районов республики и, соответственно, верификация анализов происходит в групповом порядке. В связи с чем достаточно часто появляется непосредственная информация оперативных местных штабов о большом количестве зараженных или выявленных на территории того или иного улуса. В связи с этим обращаем внимание на то, что групповых больших заражений на территории республики не фиксируется, тем не менее ситуация является и остается напряженной. В республике продолжается достаточно усиленная вакцинация. И, соответственно, на настоящий момент около 501 355 доз вакцины для профилактики ковид на территории республики есть. И на настоящий момент использовано 71, практически 72% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Необходимо обратить внимание, что наиболее сложной ситуацией является сегодня ситуация столицы нашей республики по городу Якутск. Для города Якутска для конца непосредственно августа, начала сентября были, безусловно, характерные мероприятия, направленные с приездов и выездов в как сам город Якутск, тех, кто возвратился с отпусков, так и, соответственно, непосредственно людей из наших жителей республики, из соседних муниципальных образований. Естественно, мы понимаем, что это тот уклад жизни, который нас, соответственно, подталкивает к необходимости сбора запасов на зимнее время. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что при посещении рынков, торговых центров, жители близлежащих улусов, так же, как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы для того, чтобы, соответственно, не создавать такие определенного рода группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. На настоящий момент хотелось бы обратить внимание на северные муниципальные образования, в которых как высокий уровень вакцинации, так и, соответственно, до сих пор сохраняется очень четкое ограничение по въезду, что и позволяет им соблюдать и, соответственно, сохранять этот свой баланс санитарно-эпидемиологического благополучия. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе, а мы идем далее. В связи с похолоданием в Хангалатском, Нерюнгринском и Алданском районах дорожные службы переведены на зимний режим работы. В ближайшие несколько суток температура воздуха может опуститься до -4 градусов. В настоящий момент на трассе Лена дежурят 32 единицы спецтехники. При необходимости ее количество увеличат, говорится в сообщении.
А из аэропорта арктического поселка Тикси планируют запустить прямой рейс до Москвы в следующем году. Об этом сообщил заместитель главы Булунского района Владимир Милославский на полях Северного форума. По словам замглавы района, прямой рейс позволит снизить стоимость билетов при перелетах, из-за чего ожидается увеличение туристического потока. Поселок Тикси расположен на берегу моря Лаптевых. Это самый северный порт России. Там живут около 5000 человек. Первый день российской недели государственно-частного партнерства, крупнейшего мероприятия России, посвященного привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, принес хорошие новости для Якутии. Проект Ленского моста признан победителем национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра-2021». По каким критериям якутский проект стал обладателем престижной награды, узнавала Туяра Константинова. Номинация «Лучший проект ГЧП» в сфере магистральной инфраструктуры победил проект по строительству мостового перехода через реку Лена в Якутске. Диплом и серебряная статуэтка национальной премии «Росинфра» уезжают в Якутию уже во второй раз. По итогам 2020 года Ленский мост завоевал награду как лучший проект ГЧП в сфере магистрального транспорта. Основным критерием отбора стал экономический и социальный эффект. Строительство моста через Лену повысит круглогодичную транспортную доступность региона в 4 раза. Второй год подряд мы являемся номинантами этого крупнейшего события в области ГЧП в Российской Федерации. И действительно очень символично. А более того, отмечу, что если по итогам 2019 года Республика Саха-Якутия была на 29-м месте рейтинга ГЧП, то по итогам 2020 года мы вышли на второе место. Поэтому в дополнение к этой награде мы еще и один из основных, наверное, лидеров, в какой-то степени даже идеологов ГЧП в России. Якутский проект особенный. Да, это, во-первых, климатические условия. Во-вторых, технические решения, которые были приняты за базу, они получили подтверждение на уровне научно-технического совета Росавтодора. Это трехпилонная система вантовая, которая будет построена, и будет практически весь 3-километровый мост через Лену будет выполнен в этом исполнении. Без преувеличения Ленский мост станет стройкой международного масштаба. Вантовые системы будут изготовлены зарубежными поставщиками, а в разработке технического проекта участвует Институт «Гипростроймост», проектировщик моста на острове Русский во Владивостоке. Плановый срок получения экспертизы второго этапа, основного этапа, это у нас конец этого года. Соответственно, финансовое обеспечение у нас также в плановом периоде уже подтверждается. Поэтому проект реализуется, и сегодняшняя награда – яркое тому подтверждение о том, что проект правильно и грамотно структурирован, подготовлен и просчитан, и, соответственно, будет и дальше продолжен. Строительство де-факто уже началось, идет вынос сетей, подготовка строительной площадки. Все вопросы по финансированию Ленского моста уже решены. Строительство основного сооружения 3 километров мостового перехода начнется со следующего года. Уверенность абсолютная в команде есть, в том, что проект будет реализован. Жители тоже поддержку нам очень серьезную дают. И абсолютно мы в надобности этого проекта никогда не сомневаемся. Мы с каждым годом все больше и больше в этом уверенности получаем. Ну и, конечно, в том, что он будет реализован, у нас другой дороги нет. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. В Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова открыли Центр образования «Точка роста». Напомню, точки роста открывают по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта образования. С 2019 года в Тампонском районе работают 6 таких центров, рассказывает Мария Винокурова. Лабораторные опыты, исследования – теперь такие практические занятия повседневны для учащихся Тампонской многопрофильной гимназии. Сразу 3 кабинета Центра образования «Точка роста» направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметам химия, биология, физика. А во внеурочное время можно заняться в разных кружках, в том числе робототехника, куда уже записались свыше 20 ребят с 5 класса. То есть у нас открылись цифровые лаборатории, поставили новые компьютеры. И учиться, помимо теории, больше практики стало в нашей повседневной жизни. Это все очень интересно, и хочется еще больше обучаться. Условия обучения в нашей гимназии сейчас ничуть не хуже, чем в городских школах.
За короткое время, благодаря поддержке районной администрации, кабинеты оснастили новой мебелью. Сегодня они имеют единый дизайн. А самое главное, в рамках федерального проекта образования кабинеты оборудованы по последнему слову техники. Цифровыми лабораториями, лабораторией для сдачи ОГЭ по химии и физике. Молодые преподаватели прошли необходимые курсы подготовки. Я хочу, во-первых, сегодня поблагодарить наше Министерство образования Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, наше муниципальное образование, муниципальный район за то, что оказали поддержку. И, наконец-то, федеральный проект, национальный проект у нас реализован. Я хочу пожелать успехов нашим учащимся, нашим учителям, чтобы проект был на достаточном уровне, на высоком реализован и, конечно же, достижение больших высот. Сегодня точка роста в Тампонской многопрофильной гимназии позволяет обучать в качественно новых условиях свыше 200 учащихся. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Мы следим за развитием событий, продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Далее предлагаем обзор экономических, мировых и других новостей и начнем